Адам Плиев пришел пораньше, предъявляет паспорт и берет свои бюллетени. Он уверен, что его голос важен, как и каждого. Выборы проходят 5 лет один раз. И жители республики, каждый, кому исполнится 18 лет, обязан прийти и проголосовать за того кандидата или за ту партию, которую человек сам хочет. Потому что в дальнейшие 5 лет они должны представлять нашу республику и наши проблемы в том, и также наши проблемы решать. Обезопасили избирательную площадку по всем рекомендациям. У входа стоит металлодетектор. На случай ЧП дежурят сотрудники полиции и Росгвардии. За соблюдением избирательного права следят несколько наблюдателей. Также камеры, которые установлены на участке. Не было такого нарушения, не было. Ну, были так. Не понимают люди, не знают, где они спрашивают, что мне, как, где, что. Ну, подскажешь что-то, и все, всего-навсего. За один раз принимают 4 граждан. Члены комиссии обязательно в масках и перчатках. На участке каждые 2 часа проводят дезинфекцию помещения. Люди могут быть уверены, здесь заразиться они точно не смогут. Не лишают гражданского права и тех, у кого выявили признаки заболевания. Если же есть подозрение на температуру, есть специально отведенное место, где человек будет отдельно от других людей со своими, у него будет костюм, индивидуальный костюм и отдельное место для голосования, чтобы остальных людей не заражать. Основной закон Конституции России – это возможность граждан на избирательное право. Любой достигший совершеннолетия может прийти и оставить свой голос. И только от мнения людей будет зависеть будущая жизнь страны. Это понимает и новая ячейка общества. В день свадьбы на избирательный участок заезжает кортеж с невестой. В новую семью она входит, исполнив свой гражданский долг. За это молодоженам администрация поселения вручает новый смарт-телевизор. Голосование – это самое важное дело в нашем деле. Мы все ингуши должны быть все на выборах. А кто за кого будет голосовать, это каждый по-своему он будет. Но я, например, уже голосовал. Я бы хотел, чтобы все приходили на голосование. А те, у кого нет возможности прийти самим, могут проголосовать дома. Избирательная комиссия организовала для них выездные группы, в числе которых помимо членов избиркома наблюдатель и сотрудник полиции. Всего на 728-м участке зарегистрировано 2500 избирателей. Несмотря на то, что, казалось бы, выборы очень серьезное, ответственное мероприятие, у нас было очень много приятных моментов, встреч. Мы бываем очень рады, особенно нашим старикам, особенно нашей молодежи, которые, несмотря на, казалось, они очень несерьезно относятся к выборам, они очень активно голосуют, очень активно приходят. Очень приятно видеть их здесь. В общем, у нас все очень хорошо, очень приятно проходит наше мероприятие. В каком направлении россияне планируют развиваться последующие 5 лет, станет известно совсем скоро. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Магомед Даскиев, Новости 24.